разговор напрасно начал. Слова я слушаю твои, но ничего они не значат. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. Друзья, смотрите, как интересно сегодня у нас передача начинается. Вообще действительно необычно. У нас после наконец-то долгой якутской зимы весна наступает, ярко, светло, здорово. И такое у нас сегодня в гостях творческий тандем. Голдобина Ольга Владиславовна, певица, ведущая, меценат, общественный деятель, руководитель Центра «Мир слуха». И Борис Николаевич Корниенко, тоже музыкант, аккордеонист, виртуоз, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия. Друзья, здравствуйте и добро пожаловать в нашу студию, Мусхаяв гастростудию нашу. Вообще весело, сразу настроение. Добрый день, очень приятно здесь находиться. Да. Мы с Борисом Николаевичем очень с удовольствием согласились принять участие. Спасибо вам огромное, что пригласили. Ой, вы меня просто так и определили. Я должен был сказать спасибо, что вы приняли наше приглашение прийти к нам в студию. Да. Итак, так как у нас Должен все-таки... сказать, что в таком формате мы вообще впервые, да? Что Ольга Владиславовна, что я Ага. с продуктами. Ну, вот, да. И поем, и готовить будем, и самое главное кушать. Да. Вот. Да. С чем вы к нам сегодня пришли, учитывая то, что все-таки у нас мы его называем кулинарное ток-шоу. Ну, мы подумали, и Так. я решила. И я решила, это хорошо. Сейчас весна. Ага. Все женщины готовятся встречать лето. Да. Кто-то едет на курорт, кто-то на даче, но хочется быть всегда красивой и в форме. Поэтому сегодня мы приготовим 2 легких салата, очень необычных. Ключевое слово легких. Да, Возможно. легких, Так. возможно, Ага. да. Но они действительно легкие. Мгм. И мы приготовим курицу. Курицу в красном вине. Аж 3 блюда. Раз. 3 блюда. Класс. И для того, чтобы нам это все успешно сделать, для начала мы курицу немножечко заправим соевым соусом, медом. Мгм. Пока мы готовим салатики, она постоит. Замаринуется. Да, ну, маринад немножечко другой. Мгм. Здесь такая фишечка необычная. Коко Шанель у нас есть такая, была такая элегантная женщина. Которая Ну, маленькая черная, по-моему. ну, красотка все равно, Да-да-да-да, потому что да. создавала потрясающие вещи. Мы, недолго думая, решили назвать нашу курицу Коко в вине. Коко в вине. Так. Должно быть весело, должно быть приятно, должно быть вкусно и радостно. Любую пищу надо готовить с хорошим настроением. Да, то есть название родилось вот совсем недавно, получается, да? Когда мы обдумывали наше предложение. Ну даже вы с таким специальным образом подготовились. Ну что ж, тогда я предлагаю все-таки приступать, учитывая все-таки у нас Попробуем. 3 блюда, да? Да, вот у меня тут 3 ножа, Да, я люблю потребуется пользоваться моя такими помощь, ножами. либо вы как-то сами справитесь. Ну, я думаю, давайте Вы начнем сами. с того, что мы Да. сами. Я многодетная Если- мать, готовить привыкла много. ну, А моя помощь нужна? Борис Николаевич, пока легкий ветерок вот, наигрыш. Мы берем курочку, это белое мясо куриное, Так. оно легкое, как правило. Мы режем небольшими кусочками, но мелко делать не надо. засушится. Совершенно верно. Белое мясо быстро становится сухим и неинтересным. Я за 3 Скучно. года тоже где-то тут поднаторел с помощью Семена Тарбахова, где-то что-то тоже научился. Почему-то все друзья мои думают, что я тоже такой повар, да на самом деле нет. Я просто ведущий кулинарного проекта. Ну, раз вы ведете это и видите бесконечно, Да, наверное, вы бесконечно, все-таки уже всё-таки, да. повар. Видите, я по тоже большому иногда счету. могу якобы Подсказать. умные словечки вовремя вставить. У нас да. будут хорошие слова и яркие советы, скажем так, да? Да. Делаем все просто. Я специально взяла курочки немного, потому что на праздничном столе хочется сделать большое разнообразие блюд. Сейчас мы ручки протрем. Да, обязательно. Берем соевый соус. Вот у меня тут есть ложечки.
Наливаем соевый соус. Ну, соевый соус я всегда делаю на глаз, что говорится. Как обычно дома любая хозяйка. Нету времени все это Ну, взвешивать. конечно, да. Тем Миллиграммы более, что считать, да. многодетная мама, вы сказали, Некогда опыт это совсем, не да. занимать. У меня 4 детей, сын и 3 дочери. Поэтому каждый из моих детей ест то, что он любит. Мгм. И нету такого ограничения, вот тебе приготовили, ешь, хочешь, не хочешь. Нет, мы с мужем всегда отталкивались от обратного, и поэтому у нас постоянно в холодильнике находилось минимум 4 разных, недорогих, естественно, по продуктам 4 детей поднимать долго и тяжело. Ну, Поэтому 4 разных каких-то блюда, но все дети всегда были рады покушать, и им было интересно. мгм. И на праздники мы делали всегда то же самое. Сейчас, конечно, дети подросли, ну вот. 2 ложечки я делаю, вот специально вторую приготовила меда. Так, Вот. соевый мед. Я думаю, курица должна такая размягчиться прямо. Она будет очень нежная, Очень очень нежная, нежная и очень очень нежная. необычная. А почему каков в вине? Потому что мы в конце, когда мы будем готовить курицу уже на плите, мы буквально минут за 5 до готовности добавим красного вина. Винишко. Ну, немножечко овощей, конечно же. Вот я руками, честно говоря, не люблю. Разминать. Абсолютно. Вот мне Да. нравится, когда это все чисто, стерильно. Руки хорошо работают, например, когда мы делаем капусту, да, там Да, очень жам- важно. жамкать. Очень важно ее Жамкать. жамкать, да, красиво сказано, я бы сказала размять. Размять. Вот. Но тем не менее, это вот очень важный момент для меня лично, как для хозяйки. Мгм. Вот, поэтому мы ее. А кстати, чтобы не время нам немножечко сэкономить, у нас вот есть второй повар рядом, мы Помощник. ему доверим хорошенечко Да, это все замешать, да? замешать. Все правильно. Хорошо. Так, эту ложечку я убираю. Что нам нужно для следующего салата? Салат будет, в принципе, довольно необычный, но те, кто у меня пробуют, отказаться от этого салата уже невозможно. Так, интригующий уже звучит. Интрига в чем состоит? Во-первых, это легкий весенний салат. Мгм. Он состоит из огурца, помидоров и груши. Груша. Самое неожиданное – это Это, по-моему, груша. дюшес. Да, совершенно верно. Ну, кстати, я беру любую грушу, потому что я люблю груши вообще в любом виде, и поэтому сорт вообще не играет никакой роли. Любая груша всегда будет вкусная в этом салате. Делаю я все просто, никогда не усложняю свои движения, я готовлю быстро, просто. Вот я разрезала огурчик. Так. Вот. Скорость у меня не очень большая, но тем не менее, вот таким образом я нарезаю огурец. Вот, у нас Борис Николаевич молодец там. Хорошенечко, чтобы мед прямо впитался хорошенечко, там, вмешался, чтобы он в Борис эту Борис Николаевич курицу. прямо очень ответственно Да. подошел к делу. Ну, если учесть, что я сказала, что он не будет этого делать, а он очень хотел, то, конечно, очень ответственно к этому относится. Борис Николаевич вообще молодец у нас. Здорово. Друзья, у меня к вам такой, первый вопрос, да. Расскажите, пожалуйста, все-таки, как образовался ваш творческий тандем? Ой, ну я, наверное, предоставлю слово на эту тему Борису Николаевичу. Борис Николаевичу, да? Кажется, лет 8 назад. нет, больше. А, больше, да? Больше. Ну, я же молодая, я годы не считаю. Это ненормально. Был юбилей у народного артиста Самсонова Александра Парфенича, Да. где я был приглашен в качестве друга и музыкального оформителя, скажем Мгм. так. А Ольга Александровна там была гостьей. Мгм. И она там случайно услышала про, ну, скажем так, про мою болезнь, которая ее очень удивила. И она об этом переспросила самого Александра Парфенича, он подтвердил. И она как бы заинтересовалась такой личностью моей. Мгм. И мы на этой почве познакомились. Мгм. Ну, с тех пор стали дружить, стали иногда вместе выступать. Вот. Ну, честно говоря, иногда выступать это мягко сказано. Мы с Тамарой ходим парой, это про нас. Потому что я воспитана в семье, где всегда был баян. Каждый вечер, если вдруг наш папа видел, что мы чем-то расстроены или мы заболели, он всегда брал баян, всегда нас радовала музыка. Папа музыкант, да, я Папа, перебиваю? нет, он связист. А, Вот, но он, любитель, да, любитель, он да? закончил Любитель. музыкальную школу, учился в музыкальной школе по классу баян, и поэтому у нас в доме всегда звучала музыка. Да, Всегда. круто, Мы круто. всегда Поэтому она и пели. музыкальная. Совершенно верно, мы всегда пели. Вот. Прошу обратить внимание, как я порезала. Тоже, я смотрю, таким Да, тонким. вот тоненько. Тоненько, Ну, не тоненько. совсем А левой тонко, рукой чтобы... можно мешать?
Борис А, Николаевич, Правая устала. нам важен результат. Иногда, Как иногда наоборот рекомендуют. Да. Анти-альцгеймер говорят. Надо все левой рукой делать, Вот если это, вы правша. я запомню. Кстати, Я да. Это важно, Это, да. это такой лайфхак, ага. Да, я Левой запомню. рукой писать, левой рукой только кушать. А я переученная левша. Я многое делаю левой рукой, поэтому мне легко и А просто. у нас все правши, а дочь у меня левша. Значит, Такая. обратите внимание, как я режу помидорку. Я просто ее делаю напополам. Она маленькая, приятная. Вот Черри. черри, да, помидорки почему хороши в этом салате? Потому что, во-первых, они не так быстро отдают сок, как крупный помидор. То есть меньше воды в Меньше салате. воды, да. да. Но мы сейчас этот процесс еще закрепим добавление сахара в салат. Очень важно, я сахар кладу во все салаты, во все, что я готовлю, всегда. Потому что, так как я советский товаровед, я получила первое образование товароведа. Кооперативный техникум, Наш если я не ошибаюсь. кооперативный техникум, да, замечательные педагоги, потрясающее время. И вот я еще оттуда запомнила, что сахар можно отлично использовать в приготовлении пищи. В кооперативном Чтобы вот- техникуме, кстати, очень красивые девчонки учились всегда. Ну ладно. Кто бы спорил, В том правда, Борис числе и Николаевич? Топшиевы. Да. Немаловажный комментарий. Да. И вот и мы добавим. Все помидорки я не буду делать, нам не надо так Ну, много. опять-таки на глаз, я смотрю, да. Ну, сколько нужно? У меня все на глаз. Да, да. Ну, мы же, я не профессионал, чтобы вот прямо говорить, вот сюда 3, сюда 2. Ну. Что мне больше нравится? Какое у меня Но настроение? тем не менее вы учились, и вы знаете наверняка, что такое советские ГОСТы, сколько должно быть, где, Как товаровед, чего. конечно же, Да, конечно очень же, важно, да. И когда я покупаю продукты в магазине, я всегда смотрю сроки годности, температурный режим, это уже до автоматизма, как бы, да. Насколько правильно расположены продукты на полках. Даже КБЖУ, наверное, следите, да? Сейчас модная. Да, сейчас. да, я очень такой капризный покупатель, скажем так. Но мне нравится, когда я прихожу в магазин, и если я что-то вижу не так, и я подхожу к продавцу там, или работнику, администратору, я говорю, девочки, вот так, вот надо бы поменять. Вы знаете, на следующий раз заходишь, уже меняют. Как бы почему-то люди прислушиваются. Это безумно радует, на самом деле. Мерчендайзинг, да. Да, Где что это- должно лежать, как правильно, да? Да, это очень хороший момент, очень важный. Борис Николаевич нам перемешал нашу курочку. Да, вот можно, она можно вот на красавица камеру прямо, показать. вот она. Да. Мед Вот растворился. когда мед растворился, я добавляю еще немного соевого соуса. Ну, то есть Да, потому что- глаз говорит, интуиция говорит, что чуть-чуть Да, надо добавить. потому что в процессе приготовления мы соль добавлять уже не будем. Ага, ну Благодарю соевый вас. же он сам Да. по себе соленый. Да, Да. поэтому он хорошо питается. Вот сейчас мы Борису Николаевичу поручим ответственное мероприятие. Порезать нам укроп. Да, Борис и вот, Николаевич, мне кажется, да. подойдет для этого вот. Это мужской вариант, я такими Аку- ножами ничего делать не могу. Очень Мы аккуратно. пока это отставим вот сюда. И до готовности доведем наш первый салат. Все помидоры я резать не стала. Нам достаточно уже того, убрать, что у чтобы нас на камеру есть. не мешали. Да. Соевый, по-моему, уже тоже не Да, нужен. все, не надо. Мед тоже уже не нужен. Хорошо. Значит, еще что очень важно. Мы берем сахар. Груша у нас и так сладкая на самом деле. Поэтому мы сахара берем вот буквально вот. Чайная ложечка, ну, условно. Полная, если полная, да, то это чайная ложечка. Вот мы добавили сахарок. Нет, я, наверное, лишнее немножко уберу. Скажем так, 2/3 чайной ложки на 1 огурчик, на пол груши, половиночка у нас осталась, и на несколько помидоров черри. Вот хорошенечко нам надо это все размешать. Вот. Сахар отлично делает свою работу. За счет того, что у нас сахар появился, во-первых, у нас меняется вкус, он становится более нежный, у нас меньше выделяется влаги, салат не настолько мокрый. Почему дети мало кто любит овощной салат ребятишки? Им не нравится, что это вот вода, как бы некрасивая такая, ну, структура такая огурца, помидора, они как тряпочки такие становятся, замученные очень. И ребятишек накормить вот этим полезным салатом очень тяжело. Но когда мы добавляем то, что дети любят, как правило, да, а груша это, я думаю, один из самых любимых продуктов наших детей, вообще в принципе, не только моих, возникает какой-то результат интриги такой, да? Да, какой-то Ребенку, больше чуть салат, десерт. Да, Ну, вот чуть-чуть как так. это там может быть Ага, груша? И вкусно. И по большому Детям. счету, кто всем, и кто пробовал этот салат, все очень довольны этим результатом. Отлично, момент. Сейчас мы добавим сюда немножко перца. У нас есть перец, у нас есть соль.
Вот мы немножечко, краешком ложки, она, конечно, нет, мы ее сейчас протрем просто. Мне кажется, щепоточкой можно взять. Или Не как? люблю руками Вот так делать. чуть-чуть, Вообще. да? Не, Да. вот так вот я делаю, когда мне что-то надо от мужа. Вот. Да. А вообще люблю, когда у меня... Вообще все время весело с Да, вами. когда у меня, я готовлю, у меня всегда несколько ложек, там, вилок, все под рукой, все чистое. И поэтому мы пальчиками не будем делать. Мы буквально вот щепоточку перца, он салата мало, поэтому слегка добавим. Перчик пока уберем. Добавим немножечко соли. Ну, скажем, вот так. Да? Вот. Вот мы добавили. Все это хорошенечко размешали. Вот. И даем маленько постоять. Подойти. Постоять, Да. совершенно верно. Только потом, когда мы будем выкладывать салат в вазу, вот такие вазы вот, я предлагаю использовать. Вы красивые. Да, с я собой предлагаю принесли. использовать такую посуду. Женщина, потом объясню хозяйкам, для чего это надо. Когда мы выложим, вот тогда сверху мы добавим укроп. Это у Такие нас с вазы вами просто возбуждают аппетит. первый, да, она очень красивая. Красиво. Ну да, да, Очень действительно. красивая, да. Вот, один салатик у нас готов, мы убрали его. А это засыпается тоже позже, да? Чуть попозже сказали, да? Когда в вазочку, да, Борис Николаевич. Так, сейчас мы делаем следующий салат. Это у нас называется салат «Весна». Теперь, как выяснилось, мы не знали до того, как нас сюда пригласили, что это Яркий, весна. многоцветный. Да. Да, весна. Реально на весну Следующий похоже. салат, это будет салат капустный. Очень хорошо, который вот для женщин, которые хотят похудеть, постройнеть. Капуста – это вообще отличный вариант, идеально подходит. Вот. Мы возьмем вот так салат. Тоже, опять же, мы очень долго думали, как назвать этот салат с моими сотрудниками. И мы решили назвать его «Маэстро». Маэстро. Пускай будет весело. О, Маэстро. маэстро. Капустный салат в вашу честь, что говорится, да? Да. Поэтому- Я буду запоминать сейчас. Борис Николаевич, да. К этому салатику я взяла 2 разных перца. Они нам пригодятся потом при приготовлении курицы. Поэтому по половинку перчика мы потратим вот сюда. Борис Николаевич. Безотходное производство, получается, у нас. Совершенно и там, верно. И там, да, Мы да. живем в то время, когда безотходное производство – это самое главное. Так вот, Борису Николаевичу мы сейчас дадим вот такую мисочку. Вот. Это Он- уже ножом большим. Укроп надо сюда переложить, Борис Николаевич. Я думал, Укропчик, и- вот берете нож, на нож собираете я и соображу, сюда. я соображу. Вот. А потом мы ему доверим резать капусту. Причем доверим резать капусту с условием, чтобы это было очень тонко. На Борис- музыкальном жаргоне, извините, лексике, делать капусту означает зарабатывать деньги. Капусту делать. Да. Хорошая лексика, надо всем запомнить, усвоить Ну, и так, этим да. пользоваться. Режешь капусту и запоминаешь. Так, Значит, как можно мельче, да? да, Борис Николаевич, Как я на- бы как вот на засолку вообще бы прямо, да? сразу, да, еще тоньше даже можно. Даже? Я бы сделала вот так. Вот. К сожалению, сейчас капуста уже зимние сорта, поэтому она достаточно твердая. Ее надо будет резать, я вам сейчас дам мисочку, и в эту мисочку надо будет ее прямо там хорошенечко. Вот мы так сделали, и вы начинаете не с этой стороны, а с этой, но очень-очень тонко. Хорошо? Так. Ну, мне кажется, Борис Николаевич не надо ничего объяснять, он, мне кажется, человек опытный. Ну, Все я- знает. Хотелось Притворяет, скромно притворяется, по-моему. Хотела или бы, нет? хотелось Я бы, просто наблюдательный, я всегда наблюдал, как мама готовит, как супруга у меня готовила. чтобы А маэстро, Борис Николаевич понимаете, по сами полной любите готовить программе. вообще? Нет, 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 да? я вот в этом плане я дилетант. Ага. Я только употребляю. Только употреблять, да? Мгм. Готовое. Оценить могу. Да. А как относитесь, вот сейчас же модное направление, ПП, все говорят, правильное питание, Мгм. здоровое питание. Как к этому вообще относитесь, Борис Николаевич? Вы, по очереди, пожалуйста. Ну, к здоровому питанию я очень положительно отношусь и стараюсь придерживаться. Мгм. Вот если говоришь, что вот это вот продукты вредные, я стараюсь их не есть. То есть я насчет этого мнительный. Мне много пришлось болеть в детстве, и я много перенес операций, так что я о своем здоровье забочусь. Рекомендую всем тоже о себе думать. Ну, Это же залог нашей жизни, правда? ну да. Вот. Мало кто доживает, даже до моего возраста. Я не буду говорить, сколько мне лет. Ближайшее окружение знает. Ну, многих моих ровесников уже как бы нету. Вот. Все результат пренебрежительного отношения к питанию прежде всего. И в том числе. И в том числе, И в да. том числе. Поэтому питание это очень важно. А как, любимое блюдо ваше какое? Голубцы. Голубцы? Ну, Причем наши, вполне себе правильное причем питание. наши северные голубцы, которые на вкус сладковатые.
А от чего они сладковатые, как мне объясняли, они замораживаются заранее. И потом, когда их разогреваешь, они чуть сладковатые. Это капусточка мягкая, да? Ага, Да. это вкус детства. Все мы родом из детства. А вы, Ольга Владиславовна, как? Что больше всего любите кушать? Я считаю, что ограничивать себя надо не столько в разновидностях продуктов, сколько в объемах. М, Ну, можно же похудеть и кушая мясо, Да. кушая мучное, там, булочки и так далее. Я, например, если я булочки пеку, это минимум у меня там килограмм 10 теста. У меня полная морозилка всегда булочки, там, пирожки. Я очень сама люблю, муж у меня это очень любит. Я готовлю для семьи, для тех, кому, ну, скажем так, хочется готовить. Достал, разморозил, чашечка кофе и все. Главное понимать, сколько тебе надо. Не вот такую миску, а Да. вот, да? Не натрескаться, вот. Конечно. И на ночь не И кушать. всё. Старожилы говорят не переедать. Не переедать, Правильное да. слово. То есть Я из-за вот стола сейчас, выходить чуть-чуть Чувством голодным. чувством Да. легкого голода. Да. Надо со Да. стола выходить. если обратите внимание, я сейчас нарезаю яблочко. Так. Я специально Тоже, взяла. смотрю, мелко делать. А можно я Да. попробую? Вот так тоненько мы режем, чтобы у нас яблочко было не очень заметно в салате. Но вот его вкус, это Между будет капустой, что-то... скажем так, растворилась Да, где-то там потерялась, она ушла. даже вот, так. Вот, Даже правильное- так, правильное потерялась. слово. Так, мне кажется, можно сюда, да, или вот побольше Нет, миски. это вот специально для этого салата миска. Ну, вот я А, говорю, Борис вот Николаевич, сюда а давайте можно. мы сделаем проще. Давайте мы возьмем капусту, переложим в мисочку и прямо в мисочке, как дома. Когда жена просит, как дома. Вот мы сейчас яблочко сюда переложим. Так. И еще я считаю, что пища должна быть вкусной, но очень красивой. Поэтому в этот салат и вообще салаты, которые связаны с овощами, я всегда кладу контрастные овощи. И Мгм. контрастные. Ну, разные цвета, да. чтобы Конечно. Красиво, да. Особенно, конечно, это очень сказывается зимой, радостно. Да. Поэтому мы Глаз сейчас... радуется. Да, совершенно Первое верно. считается, что же, нужно получить удовольствие от вида. Насладиться. Да, насладиться от вида, а потом от запаха, от вкуса. От аромата. От аромата, да, от Да. запаха, от аромата. Да, да, от да, аромата. от аромата. Дело в том, что мы же сначала имеем визуальный аппетит, Да. а потом у нас происходит аппетит, который... Ну, вообще вот человек действительно получает срабатывает. 80% информации через глаза. Конечно. Мы видим. и всё. Поэтому красивая пища, я вот это немножечко мне не нравится, я удалю. Пожалуйста. Красивая пища – это залог, прежде всего, хорошего настроения. А если она еще и вкусная, это залог восторга. И в воскресенье, вот в нашей семье, вообще это тот день, когда вкусная пища должна быть обязательно. Дети должны встать и должно быть дома вкусно пахнуть. Да, утром встали. Они так, бегут да. счастливые, либо блины, либо булочки, либо пирожки с утром, И с потом утра рождается прямо. такая ассоциативная память, да? У меня с детства Совершенно тоже верно. идет вот звук вот этого. Это кёрчах, это кёрчах, да. И у меня до сих пор это стоит, и я не знаю, вроде сейчас считается, что кёрчах, сбитые сливки не очень же полезно, да? Но это вот здесь. А я Мозги. считаю, что это неправильно, потому Да. что все-таки кёрчах это национальный продукт, Да, правильно? да. И наши предки, они же были умные люди, они создавали те рецепты, какие считали правильным. Ну. Следовательно, это нам полезно, это надо. Опять же, другой вопрос, сколько вы этого съедите? А, кстати, да. Вот это мое Да. личное мнение, поэтому... Ну, Всё вообще, в меру, всё должно быть вообще в меру. сейчас диетологи Да. и нутрициологи вообще сходятся в том мнении, что можно кушать вообще все, но в меру. Ну, в меру. Даже чипсы, Совершенно даже Кока-Кола, Да. Кола говорят, ну, чуть-чуть, а почему бы и нет. Даже фастфуд, эти бургеры. В нашей жизни, и не только у нас, я еще раз, наверное, оговорюсь, и у наших предков, всегда было что-то вредное. Да. Ну и что? Живем же, жир рождаемся. Да. Конечно, поэтому Слишком всё. сильно заморачиваться тоже не стоит. Какой Должна смысл? быть где-то вот баланс, гармония. Баланс. Да, Да. да, да. Мы же живем не для того, чтобы себе отказывать. Мгм. Мы же живем, чтобы быть счастливыми. Ну да. Быть счастливыми том можно числе и тогда, от когда еды. ты получаешь то, чего ты хочешь, Да, согласитесь. удовольствие. Да, это кайф. А у вас есть фирменное блюдо? Что? А, Ну, у может, меня может их- быть, дети ждут и У специально меня их муж. так много, Да. честно говоря, вообще. Ну, круто тогда. Очень Ольга много. Александровна, многодетная мать у нас. Ну, Да, знаю, да. У меня действительно их очень Я уже много. информирую. Ну, могу сказать одно, что те, кто поел мои булочки, потом в магазин за булочками не ходят. Даже друзья ждут, когда я им вот позвоню, скажу, я испекла булок, приходите, я там для вас приготовила. Есть такое дело. И секрета, в принципе, и нет как такового, просто
Я чего-то больше ложу, да, чего-то меньше, предположим. Есть хозяйки, которые любят в тесто вздобное добавлять много масла сливочного, а я этого не делаю. Но при этом они там одно яйцо кладут. А я считаю, что тесто красивое, воздушное становится тогда, когда там желтка много. Тогда у него цвет более У насыщенный. вас наверняка есть секретный ингредиент. Абсолютно верно. Любовь. Это основной. Да, да, особенно, да. Но когда ты готовишь с любовью, ну, это вот каким-то образом идея передается, настроение общее это. Ну, потому что мы же все с вами были детьми, и Да. мы помним, Да. чего мы хотели. Да, Вот у меня, мы учились 6 дней в неделю, предположим, да, вот вспомните. да. И хотелось в воскресенье проснуться и проснуться счастливым. Почему? Да потому что мама что-то приготовит Да, вкусное, мама нас обрадует. И, естественно, я считаю, когда девочка вырастает, она берет за основу то, что ее радовало в детстве, и то и приносит в свою семью. И те же требования выдвигает ей муж, соответственно. И все это формирует одну большую семью и будущее своих детей. И, Ольга Владиславовна, у меня такой вопрос. Да, вы еще же автор своих песен. Где вы берете вдохновение? Как так получается? Это же не каждому дано взять и написать песню. Это вообще совершенно такая история. Евгений Прокопьев, наш замечательный певец и ведущий, да, пригласил меня на небольшую поездку, скажем так, по Усманскому району к 8 марта. Опять нет, оставим. Оставим, Мгм. да? Ну, я Да, подам к вам 8 еще. марта у него заболела вокалистка или кто. Для меня это была первая такая вот поездка. Вот. И когда мы возвращались вечером домой, он за рулем, я рядом, он сидит и такой говорит: напиши песню про Якутск, напиши. И дальше вот как-то мимоходом это все совсем произошло. Женечка, привет тебе, я тебе очень благодарна и признательна. И пока мы ехали до города Подтолкнул Якутска, прямо, да? Ну. песня родилась. Давно. И сейчас она, да, часто используется на радио «Тетим», в передаче «Якутск сегодня». Песня называется «Сия, Якутск». Ну надо же. Не, ну как говорят же, творческий вопрос не яму копать, да. Ну, можно и за год ничего не придумать, а можно вот действительно, как в вашем случае, за одну поездку. Ну, мы с ним диалог был Да. очень большой, в принципе, мы о многом говорили, и я ему сказала, что я иногда просыпаюсь, и я слышу песни. Я всегда думала, что это ненормально, и я боялась за свое психологическое состояние. Да-да-да. Что Да. происходит? Что происходит, да? Что произошло вообще, как это может Да-да-да. быть. Ага. А в результате просто Женя открыл мне глаза на то, что я давно и много Увидел лет талант. этим живу. Да. М. И с этих пор я ночью могу соскочить, быстренько на телефон Это- напеть, Напеть. потому что почему-то текст рождается с музыкой. То есть я его сразу пою. Мгм. Вот, я могу готовить и запеть, тут же быстренько сесть и начинать в телефоне, быстро это все сохранять. Ну, слава Потому богу, что- сейчас 21 век, раз, Да, и реально не надо это ничего всё, да. думать, там, сидеть за фортепиано, как раньше. Или да. полы мою, да? Да, и это, И да, муж мы- приходит, я в телефоне, у меня тряпка, ведро, все валяется, я в телефоне, он что, песню пишу. Тихо, Вот не- таким образом происходит, да. А вот Борис Николаевич-то, мы с ним познакомились, и когда я узнала, что у него он в слуховых аппаратах, я вообще была Да, настолько Борис Николаевич, ну вы шокирована. стали музыкантом, ну вот есть у меня информация, что ну, чуть ли не вопреки. Расскажите вот про вашу историю тоже. Ну, поскольку у меня была тяжелая болезнь, менингит, и она дала осложнение на уши, на оба уха, и я был Можно лишен, поменьше огонь, да? Да, я сделала. был лишен обоих барабанных перепонок, и вследствие чего врачи сказали, что все громкие звуки, которые есть в окружающем мире, в том числе и музыка, мне строго противопоказаны. Вот такая была установка. Ну, такой диагноз, к сожалению. Да, и меня готовили к тихой работе. Бухгалтером, Библиотека. библиотека, да, такая, чтобы ничего тебя не раздражало, потому что это могло быть... Ну, травмоопасно, да, для перепонок? Да, это можешь вообще оглохнуть. Предрекали мне к 25 годам оглохнуть вообще. Ну, у меня был внутренний от рождения музыкальный слух. У меня, кстати, папа тоже играл на баяне, Ну. как и ваш. А мама прекрасно пела, была участницей ансамбля, художественной деятельности, солисткой была. Ну, вот, видимо, это мне передалось, и меня никто не просил. Я в музыкальную школу, буквально в смысле, бегом бежал. Приехал преподаватель с Москвы и организовал в маленьком нашем поселке музыкальную школу. Я бежал туда первый. И сколько лет я учился, окружающие всегда ставили меня в пример, говорили: вот смотрите, он Борис, никто его не просит, не заставляет, он сам занимается. Я занимался по 8 часов и не уставал. Я только ложился спать, потому что ну, надо уже спать. Вот. У меня детство было очень хорошее, не омрачено
музыкальной школы, как у многих. Я на аккордеоне занимался с удовольствием. А слуховой аппарат, он мне просто только в этом помог. Мгм. Ну вот, как-то так. И я закончил школу музыкальную, училище музыкальное, и Институт культуры и искусства. И стал профессиональным музыкантом. И до сих пор как бы предан своей профессии. И вот я уже на пенсии несколько лет, но все равно я занимаюсь каждый день утром, чтобы не потерять форму. Занимаюсь и насколько будет сил, буду играть. До последнего вздоха. Правильно. До последнего вздоха, да. Нет, ну вот действительно у нас в обществе же такой стереотип, что, ну, условно, после 50, там, дети, внуки, надо как бы успокоиться, а вы вот веселые, задорные. Ну, почему у нас в обществе такие стереотипы? И как вы с этим справляетесь? Вы знаете, когда Да. мне Вроде было- как бы несерьезные, там, что-то поют, что-то Мне другое. было лет 25, наверное, Ага. и жизнь меня свела с одной уникальнейшей женщиной. Она была блокадница. И во время блокады Ленинграда заболела тифом, их увезли, не помню, в Алмату, по-моему. Там она познакомилась с мужчиной с нашей республики. Они поженились, он тоже там воевал, и там по ранению его тоже тиф заболел. Вот. Они поженились и приехали сюда, в город Иркутск. Она здесь у нас работала картографом. И вот в 60 с лишним лет она стала задыхаться. У нее открылась астма. М. И от того, что она не могла спать ночами, а в то время у нас с препаратами было сложно, она стала рисовать. Писать картины маслом. Это был настолько уникальный человек. Ну, конечно, ее сейчас уже с нами нет. И она мне один раз сказала, я была без настроения, что-то, она говорит, вот ты молодая и сильная, грех тебе на жизнь жаловаться. Я в 60 с лишним лет пишу картины и чувствую себя полноценным человеком. Запомни раз и навсегда. Если тебе что-то хочется делать, пускай тебе будет 90, ты должна сделать это. Вот Один- встать и сделать. Один раз живем, типа, да? Совершенно верно. И она подарила нам одну картинку, она маленькая такая, пейзаж русского поля, очень красивый, и мы с мужем очень трепетно в семье эту реликвию как бы храним, потому что это тот человек, который на всю жизнь сказал мне одну, наверное, из важнейших фраз в моей жизни. Надо взять и делать. Да. И Ну, как вы если приняли подумать... как руководство к действию просто. Абсолютно верно. Мгм. И когда мне Евгений сказал, напиши песню, я думаю, господи, Да. жизнь-то почти прожита, понимаете? Ну, чуть- И чуть я ли не, да, вспомнила сразу же вот бабу Женю, Евгения ее звали, и решила, что надо вот делать. И сейчас у нас уже на московской студии у Ну, меня вообще, пишутся да, вообще песни. очень хорошо, когда говорят, ну а когда, если не сейчас? Да. Да. Завтрашнего дня может и не быть. Да, и с Вполне. тех пор, да, я считаю, что в любом возрасте, если вам что-то хочется делать, стали и делаем. Поэтому по ночам соскакиваю и записываю то, что мне снится. И все. Легко- так потрясающе. легко рассказываете, да, но с другой стороны, ну, многие же говорят, ну, что люди скажут, что люди подумают, да, а вы берете и делаете. Ну тут опять же, Борис Николаевич, да, какая разница, кто нам что скажет, правда? Если мы чувствуем, что мы полезны людям, и Да. мы можем дать кому-то новый виток в жизни, счастье, да? Борис Николаевич так Положительные все эмоции, любят. Да. Положительные эмоции дать людям, Ну да. да. Его Это очень важно. любят. Самое главное, да. это не противозаконно, ну и все. Да, и это очень важно. Это надо делать. Настроение создавать людям, Да. правда? Ну да. Как раз Вот в салатик выжила немножечко лимончика, Лимончика, я куда мы видел, должны да. вот поставить, чтобы было красиво. уже Давайте, так давайте, вкусно вот, пахнет давайте, здесь вот уже. здесь. Я Да. скоро к своим непосредственным обязанностям Борис перейду. Николаевич, вы можете вот Дегустировать. взять... это позже. А сейчас ответственное задание. Так. Курочку помешивать, чтобы она у нас с вами не подгорела. Борис Николаевич там вот так красиво порезал капусточку. У нас с вами есть уже нарезанный перчик болгарский и нарезанное яблочко. Мы сейчас это все соединяем в одно целое. Вот таким образом. Я уже заранее добавила туда оливковое масло. Борис Николаевич очень ждал процесса дегустации, потому что он у меня эти салаты ни разу еще не пробовал. Естественно, у нас соль, сахар должны быть обязательно. Первым, Опять же. да. И Так. первым делом мы добавляем что? Сахару. Хорошо, вы пока все Да, смешиваете. Борис У меня Николаевич. такой вопрос, да? Вы же еще общественной деятельностью очень много занимаетесь. Это мы Всевозможных с Борисом Николаевичем вместе. конкурсов вот это, да. занимаетесь, да. Какие самые важные? Вот немножко расскажите, пожалуйста. А про важных эту не- деятельность. Это все важные, наверное. Да, все Да, важные. Борис Николаевич,
Неважного не бывает. Да. Конкурс детей, трудовых коллективов, Ну, конкурс... вчера, например, у нас среди- было большое мероприятие у вас. Вы как у нас, организатор. Борис Вы Николаевич. как организатор, расскажите о нем немножечко. Ну, обычное мероприятие для мам. Ага. Ну вот к праздникам, да, приурочено? Да, к 8 марта. И, Ну, мамы непростые же были. Ну, об этом мы не будем говорить. Просто для мам. Какая разница, какие мамы? Если есть возможность провести, поздравить, почему этого не сделать? Да? Это вообще не играет никакой роли. Мы все мамы в любом состоянии. Поэтому прекрасный праздник мы в ДК Кулаковского провели. Люди были счастливы. Очень много позитивных откликов, песен. И прекрасно прошло мероприятие. Я не одна это все устраиваю. Нет, конечно же, я являюсь председателем Совета по культуре и искусству Губинского округа. Ну, одна из организаторов. Да, да, и да. там у Не нас будем, может, мощнейшая работа. скромничать. И там у нас мощнейшая работа проводится, поэтому все прекрасно на Да. самом деле. Вот, друзья, расскажите, вы же все-таки, ну, скажем, люди своего поколения, да? Вот. Что вы думаете о современной молодежи? И какие советы вы бы дали бы? Как вы вообще относитесь? Да у нас прекрасная молодежь. Круто. Спасибо. Я вообще не Спасибо. понимаю, могу как сказать- может быть по-другому. Я могу сказать, что сейчас как раз то время наступило, да, когда молодежь смогла себя проявить. Вот обычно говорили, вот, молодежь не Да, такая, такая. Да, проблема отцов и детей, опять же, да? Ну, А вот случилась операция, Мгм. и сколько нашей молодежи ушло туда, да, и это говорит о высоком патриотическом духе. Очень многие нашей говорят, что молодежи. вот в наше время, ну действительно вспомним классика, отцы и дети. Отцы и Это дети, да. неизбежный процесс. Ну да. Поэтому я считаю, я категорически не согласна с мнением, что у нас иногда от политиков даже слышно потерянное поколение. Ну что за глупости? Ну да. Про нас могли то же самое сказать. Про революционеров вспомните, да, их. Ну да. Вспомните 812 год. Ну потерянное поколение кругом, да? Но каким образом? Это нереально. Мы живем в то время, в какое время должны жить. И наши дети живут соответственно этому времени. Что мы им дали, то мы им и получаем. По большому счету, поэтому вот уже И теперь немножечко нам осталось до готовочки. Тот Теперь самый- мы тот самый добавляем момент, вино. Да, тот самый коко в вине. Мы добавляем пару столовых ложечек красного сухого вина. И Борис Николаевич у нас Что всё она, это активно. что она делает? Во-первых, спирт выветривается, как бы выпаривается, Ну да. выветривается, неправильное слово, выпаривается. Во-первых. Вот, и создается такой легкий привкус винограда. Мгм. Курица становится более нежной. Она и так, в принципе, нежная, но она становится еще и менее сухой. Вот это очень важно. И сейчас мы вот в эту курочку буквально на пару минут вот так вот порежем перчик. Еще можно порезать Да, ну, лук, сельдерей, все, что хотите, что Горди- под рукой. Чуть-чуть, чтобы с гординочком было, да? Да. И вот это вот будет у нас в легком таком варианте, да? Мы не готовим это до конца, мы припариваем, что говорится. Ну, я не знаю, как это профессионально бы сказала, прозвучала бы фраза. Я бы вот сделала вот так. Вот. Из вот этой курицы, я курицу, конечно, сама очень люблю. Я люблю вот эти овощи, потому что они тоже получают и мед, и соевый соус, и вот привкус легкого вина. Да, нам надо прямо вот, чтобы перчик там погулял. Этот салатик у нас тоже готов. Нам надо будет еще добавить укропчик. Вот почему... Сверху, да? Да. Почему я предлагаю и пользуюсь всегда такими вазочками? Во-первых, чем больше людей за столом, тем больше желающих поесть что-то, то, что нравится ему. Следовательно, хозяйка может приготовить больше. Когда мы ставим вазы вот такого размера, ваза закрывает весь стол. И нам некуда нарезку поставить. И вот так. Конечно. Это жир. А тут вот, дайте мне, пожалуйста, вазочку. Давай. А тут вот, смотрите, мы поставили рядом две вазочки. И у нас вот здесь вот с вами отлично станет. Вот смотрите, вот вазочки в ряд. Две тарелочки с нарезкой. Мгм. А если у нас еще при этом тарелочки в виде ладьи, узкие, как это красиво. И вот у нас в ряд стоят эти вазочки, и вокруг этих вазочек хозяйка может поставить все, что угодно. И не надо бегать вокруг стола и возьмите вот это, на стол не вместилось, возьмите вот это, и всех заставлять есть именно это Подайте блюдо. хлеб, Да, совершенно верно. Заставлять есть именно это блюдо. Абсолютно неважно. Тарелочку оставлю, она нам нужна будет для курицы. Буквально, Борис Николаевич, еще минутка, ладно? Еще минутку. Так, сейчас мы добавляем. Почему я не добавляю укропчик сразу? Потому что он какой-то становится неинтересный. Когда мы добавляем его сверху, вот, влаги в нем мало, чужой влаги особенно, да, вкуса огурцов, помидоров.
И таким образом он дольше сохраняет свою естественную какую-то вот, Структуру. совершенно верно, ну, вкусовую, да, Да, структуру. Давайте назовем это так. Так, я не помню, я сюда лимончик выжимала. Вы Нет. туда еще Вот нет? во все овощные салаты я всегда добавляю лимончик. Всегда. Вот эта кислинка, она придает такого немножечко шарма. В курочку тоже, Тоже, потому тоже. что у нас тут присутствует мед. И пускай эта кислинка у нас поработает немножко. Вот так мы напакостили маленько. Так, ничего. Мгм. Вот руки протерли. А вот еще салфеточки есть. О, благодарю, спасибо. Сейчас мы сюда. Салата получилось много на самом деле, на пару вас. Ну, если... Съемочную группу, смотрите, какая большая. Конечно. Да. Но если у вас большой Мы за стол, кадром там чуть-чуть сами попробуем. и потом- обязательно. Да. Мне бы очень хотелось. Я Потом- хочу видеть потом- ваши глаза. Да, потом скажем, налетай. Да. Так, это уже надо выключить все. Так, это делаем. Опа. Вот так. Ну, можно с огня убрать. У если меня хотите. обычная, да, Потому что она быстро не плита. остывает, это не газ. Да. Да. Сейчас мы ее проверим. Курица готова. Курица готова, Она да. сейчас пока немножечко будет остывать, она дойдет у нас. Ну, давайте тут и оставим, собственно говоря. А, вы помешиваете, да? Немного. Ну что, Приступим. как говорится, с весной и приятного аппетита нам. Да. Давайте попробуем. Давайте попробуем, Давайте что у нас попробуем. получилось. Как? Салат круто. Второй салатик. И соленое, и сладкое, и все в меру. Яблочко чувствуется. Чувствуется? Кислинка со сладинкой. Гуляет, да? Мгм. Ну, Ну и курица, я уверен, что она круто получилась. Здорово. действительно получилось. Действительно получилось. Действительно, как мы говорим, любим говорить, ну просто вкусно. Да, Да, просто вкусно. просто вкусно. Друзья, ну мы можем, конечно, стоять и очень долго кушать, да, но эфирное время у нас, к сожалению, не резиновое. Я предлагаю вам и попрошу вас, как и начали, давайте так и передачу нашу закончим. Я попрошу вас еще спеть. Споем что-нибудь? Споем. Да? Давайте. Как вы на это смотрите? Поем Положительно. с удовольствием. Мы эту песню поем везде. Я считаю, это очень отличное такое подспорье для создания хорошего настроения. Самое главное, что этой песне очень Вы много пойте, а лет. я буду кушать. Да, очень много лет. Поэтому, я думаю, называть не будем, вы ее сами узнаете. Если вы нахмурясь выйдете из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами незнакомый первый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Хорошее настроение не покинет больше вас. Браво! Подумаешь, да? Такое Браво, ощущение, что браво, из браво, фальшивого. браво, Андрей, фальшь была, здорово. да? Друзья, я вам еще раз, да, извините, пожалуйста, еще раз скажу, у нас сегодня были в гостях такой творческий тандем Голдобина Ольга Владиславовна и Корненко Борис Николаевич. Спасибо вам, друзья, и у нас такая добрая традиция есть. Пожелание для наших телезрителей, пожалуйста, вот на эту камеру. Я желаю вам всем счастья, здоровья, безоблачного неба над головой. Берегите себя, свои семьи, будьте здоровы вы, будут здоровы ваши семьи, вы будете счастливы. Счастья вам как можно больше. Ну, я присоединяюсь ко всем прекрасным словам. Сегодня все поздравления нашим женщинам, нашим сестрам, нашим бабушкам, всем-всем доброго здоровья вам и вашим семьям. Спасибо вам, друзья, еще раз большое. А я Петр Цепандин, программа «Просто вкусно». На этом мы потихоньку заканчиваем, уходим за кадр и продолжаем нашу трапезу. Реально просто вкусно.